Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто свалится как снег на голову? Кто заявится резко и неожиданно, когда его не ждешь? Давайте посмотрим на события ближайших 2-3 недель. Кто это человек, кто решил свалиться на вас, как снег на голову? Загадайте на себя, пусть нужная и важная информация к вам придет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ну-ка, ну-ка, уточка какая-то плывет к вашему берегу. Уточка. Мужчина на уточке плывет. Ага. Интересно. Мужчина, которого вы ножницами просто вот отрезали, вырезали. Резали вы по-живому, резали вы по своему сердцу. Мужчина оппортунист, аферист, такой, знаете, прожигатель, кайфажор, прожигатель жизни. Корней нет. Корней нет. Как, знаете, такой а-ля павлин, либо дерево без корней, да? Самовлюбленный тип личности. Мужчина, который долго играл вам на нервах. Мужчина, которого вы долго прощали, которого вы пытались изменить, что-то в нем хорошее все-таки видели, либо он красиво вам рассказывал, да, есть талант кота-паюна, и вы верили, велись. А может быть, просто, знаете, вот как пожалели, полюбили, хотели помочь изменить ему жизнь, ну, жалко было, да, пропадет. А он пользовался, да, и когда он был вам нужен, вот почему вы его вырезали, потому что вы просто вот убедились, да, что от него никакого смысла нет, никакой смысловой нагрузки. Когда он был вам нужен, когда вы нуждались в нем, он просто слился, либо просто как-то, знаете, отмахнулся от вас. И вот этого вы не простили. Вы, скорее всего, прощали ему какие-то, ну, такие нехорошие поступки, закрывали глаза там на его поведение, на его отношения, но когда вам нужна была помощь, а он не помог, вот именно этого вы не простили. Мужчина очень хорош лицом, да, фигура, лицо, прям, ну, красавчик, смазливый, что тут скажешь. И также он может быть ласковым, но тогда, когда ему это нужно и выгодно. Мужчина, который, ну, вот как я сказала, да, павлин, красивый павлин, но вы знаете, да, павлины при своей красоте обладают очень таким отталкивающим голосом, да. То есть, когда они кричат, становится прям страшно, реально страшно. И ты никогда не думаешь, что такая красивая райская птица может так противно и, скажем так, устрашающе кричать. Ну вот мужчина этот, как павлин, он такой от рождения, да, вот нельзя сказать, что вот он таким стал. Нет, он таким родился. И этот мужчина, ну вот мне почему-то идет, что вы его пожалели. Это все началось с того, что вы его пожалели, что он такой глупенький, бестолковый, но очень симпатичный. И что-то вы хорошее в нем рассмотрели. И пытались, значит, его исправить. Да, пытались ему показать светлую сторону жизни, перетащить его на сторону добра. Да, вытащить со стороны зла, перетащить на сторону добра. Ну, сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит. Но что-то с этим мужчиной случилось. Что-то случилось. А вернее, какая-то женщина случилась, которая ему открыла на вас глаза, которая его буквально в вашу сторону направила. Сейчас я еще хочу кое-что посмотреть. Да, скорее всего, эта женщина ему какая-то не чужая. Либо отнеслась к нему как мать, либо она и есть его, например, мать, либо бабушка, не знаю, может, старшая сестра. Да, вот она, эта женщина вышла. То есть она посмотрела на него, ну, на бестолочь такую, пожалела, как вы, и говорит: у тебя времени совсем не осталось, ты пропадешь, да, ты пропадешь. И вот почему-то она выбрала вас, и на вас она ему указала. Ну, допустим, да, если это его мама,
что да, вы женщина приличная, самодостаточная, независимая, стабильная. С вами точно не пропадешь. С вами как у царя за пазухой, правильно? И вы от мужчин много не требуете, потому что реализованная, потому что крепко стоите на ногах, потому что верите, что если много и тяжело работать, то можно все заработать, да? И вы ни от кого никогда не зависели, и в этом ваша сила. Возможно, эта женщина его, там, не знаю, кому-то отвела там, к эзотерику, к гадалке, к экстрасенсу, и там определили, что это вы, что к вам нужно идти. Возможно, эта женщина психолог, да? Может, он проходил у нее сеансы психотерапии, и копаясь в его там, воспоминаниях, в его прошлом, эта женщина поняла, что вы единственная, кто мог его сдерживать и кто мог из него сделать достойного, нормального человека, благодаря кому он держался. Потому что последние его месяцы жизни — это просто какой-то ад кромешный. Там и какие-то случайные связи, и какие-то драки, и какие-то пьянки-гулянки, и какой-то аморальный социальный образ жизни. В общем, мужчина там по наклонной просто уже катился, и вот эта добрая женщина пытается его вытащить. И она его направляет к вам. Причем направляет вот как-то на утке не с пустыми руками, с ресурсами. Возможно, этот мужчина вам, помимо всего прочего, денег должен. Либо он вам что-то обещал, например, да, дать денег, либо что-то купить, какой-то подарок сделать. Да? То есть его направляют, чтобы вы его сразу не послали, да, с каким-то подкупом, с каким-то подарочком, который должен немножечко расцепить ваше сердечко. Но опять же, они вас ошибаются, потому что вы не будете просто так прощать, да, вы уже хлебнули от этого мужчины и, скорее всего, больше так не хотите. А давайте посмотрим, что мужчина к вам испытывает. То, что он плывет в вашу сторону, это, он согласен с тем, что нужно к вам идти, да? Либо он и сам этого очень сильно хочет, да? Что у него в чувствах? Просто я его чувства в песке не вижу. Что у него в чувствах? Тут утка, тут орел у нас, да? Так, что мужчина чувствует к вам? Я так скажу, что у него к вам любовь есть, но она не такая, как ваша любовь. У него какая-то своя собственная, специфическая. Как может любить эгоист? Да? Не так, как нормальный человек. Как может любить нарцисс? Тоже не так, как нормальный человек. То есть у него какое-то свое понимание, восприятие любви, семьи и отношений. И оно очень сильно расходится с вашим. Но мужчина ради того, чтобы вернуть вас, вернуться в вашу жизнь, будет хитрить. И эту хитрость вы, скорее всего, будете чувствовать интуитивно, либо кожей будете ощущать, сердцем будете ощущать. Вы будете это ощущать. И несмотря на его старания, все-таки вы ему метлу показываете, либо вообще скажете, что у вас уже есть другой мужчина, и вы не заинтересованы в отношениях с этим. То есть как-то жестко, да, на вилы напориться. Так, хорошо. Цель. Да? Давайте посмотрим все-таки цель. То, что его научили, понятно. Но какая все-таки у него его личный мотив, да? Мотив его. Все-таки создание семьи, создание отношений. Хочется учиться у вас, хочется большего узнать. Кого-то вообще мужчина решил семью завести, детей родить. Законные отношения. Он решил изменить свою жизнь. И вы прям идеальный вариант для этого, да? Вы идеальнейший вариант. Ни до вас, ни после вас, ни одной такой гениальной женщины, прекрасной во всех отношениях, он не видел, не встречал. И мы с вами видели, да, что он вас любит, но любит какой-то своей нарциссической, эгоистической любовью. Но все-таки любит, да? По-своему, но любит. И цель его возвращения – это создание семьи, новый шанс на жизнь, учиться чему-то у вас, оформление официального брака. И даже у кого-то мужчина, например, решил вообще уехать. Уехать там, не знаю, в другой город, в другую страну, там, эмигрировать решил. И он такой, я ж пропаду, да? Либо одному страшно, а вы
очень умная в его глазах, такая, за себя можете постоять, всего можете добиться, все можете сделать. И он такой, ну, с такой женщиной точно не пропаду. Да? То есть еще какую-то выгоду преследует. То есть, в принципе, ну, ожидаемо. Да? Что тут скажешь? Ожидаемо. Сейчас еще один момент хочу посмотреть, вот как вам правильно поступить, потому что, ну, у вас ножницы, и ножницы в положении острием вверх. Даже этот знак, он похож больше не на ножницы, а на какой-то этот секатор, да, которым эти ветки обрезают. Ох, девочки, кто идет, что будет? Для вас это не просто снег на голову, это, не знаю, огненные камни с неба, а у вас такой шок будет, когда он появится. Потому что вы, я так понимаю, не рассчитывали его увидеть. Так, ну, что высшие силы говорят? Высшие силы говорят, что это бы по-любому случилось, потому что вы такая женщина, которую нельзя просто так, да, забыть. И если вы появляетесь в жизни любого мужчины, то это уже навсегда. Да? Такая у вас энергетика. И я так понимаю, что это не первый мужчина, которого вы пожалели и пытались спасти. Также высшие силы говорят, что этот мужчина может перекинуть на вас, ну, много своих проблем, либо и перекинуть свои проблемы, и создать вам новые проблемы. А с другой стороны, высшие силы не хотят, чтобы вы тащили на себе этого мужика. Говорят, типа, закройся, не подпускай его к себе, тебе эти проблемы не нужны. У тебя совершенно другая судьба. И вообще вас как новые чувства ждут. С новым человеком новые чувства вас ждут. Вот, поэтому, скорее всего, и показали эти ножницы острием вверх. Ну, попытка не пытка, значит, придет, попытается вас тут задобрить, подкупить подарком, втереться к вам в доверие. И мне вот еще идет, что он будет достаточно таким липким, да, приставучий липким. То есть очень сложно будет как-то с ним распрощаться. Очень сложно будет ему сказать нет, да, потому что он как будто бы не слышит. В одно ухо влетает, в другое вылетает. Он как скороговорку, да, повторяет, что вот там прости, я не хотел, я ошибся, я там дурак, я тебя люблю, давай будем вместе. И то, что вы ему там какие-то аргументы говорите, что вы ему там что-то рассказываете, он это не слышит, не слышит. А может, у него такая реакция на вас, да? Вот вы расстались, он вас не видел какое-то время, теперь он вас увидит, а вы уже преобразились, вы уже стали гораздо краше, чем были раньше, там, не знаю, похорошели, привели себя в порядок, улучшили себя как могли, стали более такой недоступной, наверное, и тем стали более манкой для него. То есть будет оббивать ваш порог, не мытьем, так катаньем, будет пытаться там до вас достучаться, вас добиться, подключать каких-то людей, разыгрывать из себя жертву. У кого-то мужчина вообще каким-то больным может прикинуться, сказать, что мне там осталось буквально полдня жизни, а ты такая жестокая, прости меня, да, мы же скоро больше не увидимся. То есть, ну, любая хитрость с его стороны будет как сказать, не хочется военные термины применять, но попытка добиться вас, достучаться. То есть любым путем, вот лишь бы вы его простили. Лишь бы. Он почему-то еще верит, что вы... Он не то чтобы верит, он, скорее всего, знает, да, что вы очень добрый человек, что у вас сердце большое и доброе, и что вы очень такой жалостливый человек. То есть можно пробить вас на жалость, и это даже сильнее, чем там пробить на чувства, и он, наверное, будет этим пользоваться. Ну, что есть, то есть. Что есть, то есть. В принципе, если вы понимаете, что вы любите этого человека, и несмотря на все, что было между вами, вы такая, ну ладно, типа, я готова дать ему шанс. Девочки, ровно практически ничего не поменяется с тем, что было, и с тем, что начнется. То есть мужчина, может быть, он и обучаем, но это так медленно ему дается, и там прям конкретно, да, нужно будет там прям сидеть за этими уроками, и он будет одну и ту же ошибку все время совершать, да, то есть нужно такое нечеловеческое терпение. А с другой стороны, видите, высшие силы говорят, что вам это не надо, вам не нужны эти проблемы. Зачем вам отягощать свою жизнь, зачем вам это бремя, да, бремя, которое вы сами на себя взвалите. Конечно, ему будет хорошо, этому мужчине, да, ему с вами комфортно, удобно, тепло, светло и мухи не кусая, да, у царя за пазухой живет. А вам это зачем? Зачем?
Неужели вам не хочется нормального, адекватного мужчину, который будет вас любить, уважать, с кем будет интересно, с кем будут общие интересы, кто будет давать вам защиту, давать вам нежность, любовь вам будет давать. Неужели вам не хочется этого? Я думаю, хочется. Вот. Хватит жить для других, поживи для себя. Да? Вот буквально так вам говорят высшие силы. Тем более вам обещано большое счастье. Там солнце показано. Возможно, этим летом вы встретите того самого, с кем у вас будет любовь, счастье, семья, полноценные отношения. Да, тут до лета всего ничего, 1 месяц, да, практически остался. Ну, месяц, пару дней. Вот. Может, стоит подождать. Может, не надо его прощать, да, не нужно его принимать в свою жизнь. Нет, вы можете его просить, конечно, но не возвращаться в отношения, да. Это будет другой уровень отношений, ну, типа дружеские, приятельские, но не как пара. Не как пара. Потому что и дальше будет приспособленцем, примаком, ну, как хотите, так и называйте, в сути это не меняет. Это слабый мужчина, без корней, да? Это павлин, которому нужен сильный партнер, который будет его тащить, вытаскивать на себе. Вот и все. Нужна вам эта роль. Зачем она вам? Вам нужно счастливой быть, а не спасать всех вот таких вот сирых и убогих. Смотрите, еще могу сказать, что мужчина, вот этот, который придет, он... Это не у всех отыграется, но у кого-то отыграется, что этот мужчина какую-то болезнь имел, лечил. Может быть, из-за того, что были какие-то связи, да, с непонятными, непроверенными женщинами. Ну вот еще это, да, идет. Он, конечно же, вам про это не скажет, но вы имейте в виду, что такое вот у кого-то такой факт из прошлого точно есть. Скорее всего, какие-то нехорошие заболевания, которые передаются именно половым путем. Вот. Либо до сих пор лечится, либо оно как недолеченное, либо, ну, даже если вылечился, все равно неприятно. Мало ли там, что осталось, патогены какие-то, не дай бог. Вот, имейте это в виду. У него к вам, помимо того, что, да, вот это его нарциссическая любовь, еще нету чувства благодарности. Ну вот нету, да. Другой бы там ножки упал, поблагодарил бы изначально за то, что вы для него делали, как вы его там спасали, помогали, терпели. А этот нет. Он считает, что он сам по себе вот такая прям цаца и награда небес. Вот. Что без него ваша жизнь была бы максимально скучной, да, неинтересной, безрадостной. Благодаря ему ваша жизнь, конечно, там краски приобрела. Ну, такой, да, самоуверенный немножко персонаж. По характеру вообще не поменялся. Каким был, таким и остался. У него даже, как сказать, старые привычки какие-то остались, с которыми вы боролись и думали, что вы победили эти старые привычки. Нет, они к нему вернулись и еще больше стали в нем процветать. То есть это какой-то труд, который вы просто бросили, вложили в какую-то сухую землю, бесплодную землю. И что туда, в эту землю не положи, оно все просто сгорает. Да? Себя пожалеете, оно вам надо? Нет, оно вам не надо. Поэтому и показали, да, этот секатор, эти ножницы острием вверх. Отрезала, все, переболела, живи дальше. Живи дальше. Не дай эмоциям себя победить. Нет, это не ваш человек, и вам он не нужен. Абсолютно не нужен. Так, тут еще одного персонажа показали. И этот персонаж с вами одного пола, то есть это женщина. Женщина, которая то ли куда-то уезжала, то ли куда-то уехала, и сейчас она где-то находится. Я вижу, что этой женщине вас очень сильно не хватает. Не хватает вашей мудрости, не хватает вашего юмора, не хватает вашей поддержки. Эта женщина, она очень хочет восстановить общение, и она будет стремиться к тому, чтобы вы снова общались. Она может выйти на связь, она может и приехать, да, оттуда, где она сейчас проживает. И, ну, честно вам признаться, что да, пыталась там найти себе других подруг, но с тобой никто не может сравниться. Никто. И я такая несчастная без тебя.
мне так тяжело живется, да, вот нет той поддержки, нет того стержня, который есть у тебя. И вы знаете, вам это будет приятно. Возможно, вам этой подружки тоже не хватало. И вот тут вот хорошее такое восстановление отношений показано. Возможно, вы не будете лично общаться, но будете общаться посредством, не знаю, интернет-связи, да, в мессенджерах, в соцсетях. Ну вот как второй виток вашей дружбы в ваших отношениях. А еще вижу, что ваша подруга, она то ли очень хорошо устроилась в жизни, то ли вот у нее что-то там с деньгами, с ресурсами получше, чем у вас. Она может вам и помочь, она может и научить, она может как-то поучаствовать, может быть, не в ближайшее время, но в будущем, для того, чтобы вы тоже, например, куда-то съездили, либо стали больше зарабатывать, может, у нее какие-то связи появились. Может, она вам даст хорошие рекомендации, либо замолвит словечко там перед нужными людьми. То есть, может быть, это не конкретно у нее, а, например, у ее там спутника жизни, да. Так что вам еще и выгодно, да, хотя бы выгоду не ищете в дружбе, вы не такой человек. Но, тем не менее, выгода – это как такое сопутствующее приятное обстоятельство, да, это может всплыть попозже. Но то, что у вас будет восстановление отношений, даже если вы не ссорились, вы просто перестали общаться, вот опять начнете, и это будет взаимно, и это будет очень сильно приятно. Так что, мои хорошие, ждите. Мужчину лучше и не ждите, либо приготовьте что-нибудь такое тяжелое, чтобы сразу его по лбу стукнуть и не дайте ему слова сказать. А вот женщину, подружку, либо родственницу ждите. Ждите, и вот я вижу, что у вас опять все будет хорошо. Там, где эту женщину показывают, здесь трехлистник, видите? Это не только восстановление отношений, не только радость, но и еще и как удача. Да? Удача для вас двоих, и для нее, и для вас. Потому что такие подруги, как вы, это редкость. А она сейчас в таком положении и статусе, что тоже может вам посодействовать, вам помочь. Но опять же, видите, часики песочные со временем. Не сейчас. Может, для вас это сейчас не актуально, но в будущем будет такая ситуация, что вам потребуется помощь. Эта женщина прям прилетит на крыльях дружбы и все устроит, либо все для вас сделает. В принципе, неплохо, да? Такое приятное обстоятельство, которое прорисовано в вашем будущем. Мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.